Салам, друзья, меня зовут Саша, и сегодня у нас с вами будет очередная часть 10 интересных фактов про Кыргызстан. Кто не знает, у меня уже было 3 подобных видео с интересными фактами о Кыргызстане. Если вдруг вы их не видели, то ссылку на плейлист со всеми моими фактами о странах, там и будет Кыргызстан, я оставлю в описании, и вон там в подсказке можете посмотреть. Видео реально очень интересное. Хоть я уже и так очень много всего знаю про Кыргызстан, но мне очень хочется узнать еще немного больше. И именно для этого я подобрал нам с вами очень интересное видео 10 фактов о Кыргызстане, то есть Киргизии. Также, друзья, перед тем как мы начнем, у меня будет к вам 2 просьбы. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на мой инстаграм, нижнее подчеркивание, Санек, нижнее подчеркивание. Там я выставляю свои фотографии, выставляю свои истории, отвечаю вам в директ, мы с вами общаемся. И именно сейчас я нахожусь в дороге, или я уже нахожусь на море, и там вы сможете последить за моей жизнью, посмотреть за моими историями и пообщаться со мной. Поэтому переходите, там очень круто и интересно. А вторая просьба, друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, мне будет очень приятно. На этом канале выходят реакции на кыргызские, на казахские видео, а также много других интересных видео, поэтому вы точно не заскучаете. Ну а мы, друзья, не будем с вами медлить и будем начинать. Поехали! Я уже даже не знаю, что я могу нового про Кыргызстан узнать. Давайте же посмотрим. На канале История всего. Ох, как И в громко. этом выпуске вы узнаете 10 фактов о Кыргызстане. Класс. Факт Со номер времени 1. обретения независимости в Киргизии произошло Значок 2 «Азатык», революции. кстати, Таким по которому образом, меня еще показывали. ни один президент страны не ушел с поста по истечению своего срока. Окончание полномочий нынешнего президента закончится как раз таки в этом году. В 17-м Интересно, это видео что было первый снято. президент Кыргызстана во время революции сбежал в Россию. Кыргызстан стала одной из первых стран бывшего Советского Вау, Союза красиво. и в первой в постсоветской Центральной Азии, утвердившей собственную национальную валюту. Сом. Это произошло в 1993 году. Национальной валютой является киргизский сом. Да. Летом 2010 года, после апрельской революции и ослабления центральной власти, произошли столкновения между киргизами и узбеками, Ого. приведшие к многочисленным жертвам и беженцам. Общее число разрушенных объектов составило 888 штук, из них 718 это жилые дома. Убито более 400 человек. Некоторые СМИ заявляли о 2000 погибших. Ого. Как и территория Казахстана, после революции в России, Киргизия вошла в состав Советского Союза не как республика, а как автономная область России. И только в 1936 году была введена отдельная Киргизская Советская Социалистическая Республика. После прихода Классно. советской власти за короткий срок киргизы, как и многие другие тюркские народы Советского Союза, трижды сменили алфавит. С арабского на латиницу, а потом с латиницы на кириллицу. Ух ты. А Во я этого времена не знал вообще. индустриализации в Советском Союзе, хоть поощрялся переход киргизов на промышленные предприятия, в республику организованно осуществляли переселение рабочих кадров, в результате чего рабочий класс Киргизии в 1939 году насчитывал 125 тысяч человек, из которых более Вау, половины здесь прям рассказывают такие факты, о которых я даже не догадывался. были русскими Про и алфавит я украинцами. только сейчас В то же узнал, время классно. доля киргизов среди рабочих республики в ходе индустриализации даже снизилась. Земли современного Кыргызстана, начиная с 14 века, находились под властью династии Тимуридов, основателем которой был знаменитый полководец Тамерлан. Позже, в 16 веке, земли были в составе Бухарского ханства, а начиная с 18 века в Каканском ханстве. Ого. Начиная с середины Как 19 много новой века информации. Россия начинает экспансию земель Я современного не успеваю все переварить, так быстро все происходит, что... Кыргызстана. Некоторые Очень киргизские быстро. племена сами принимали российское подданство, а другие же были разгромлены российской армией. До поры до времени царское правительство не вмешивалось в жизнь киргизов, однако Первая мировая война привела к необходимости мобилизации населения на окопные работы, в результате чего в августе 1916 года вспыхнуло восстание, охватившее российский Туркестан, в том числе киргизов и казахов. Гнев восставших прежде всего обрушился на русских поселенцев, которых было убито до 2000 человек. А 10-й факт напишите в комментариях под этим видео. Лучшие какой? комментарии будут показаны в следующих выпусках. И на А ну этом все. интересно, кто-нибудь что-то написал? Казахи и кыргызы самые лучшие народы в мире. У нас отличное творчество и красивые истории. Мы понимаем кыргызов, и они понимают нас. Это ведь здорово. Блин, какой классный комментарий. В общем, таки, друзья, на самом деле в этом видео я узнал очень много новой информации. Серьезно.
почти ничего, что было показано в этом видео, я не знал. Ну, не считая Сом. Потому что Сом я узнал, наверное, еще из прошлых 3 видео. А это уже 4-я часть, кто не знает. Да. Очень интересно было узнать про алфавит, потому что я думал то, что в Кыргызстане был всего лишь один алфавит, а его, оказывается, меняли 2 или 3 раза, я уже забыл. Но на самом деле факты реально очень интересные и показывают, какая у Кыргызстана великая и богатая история. Фух, на самом деле видео реально очень интересное. Друзья, а давайте, знаете, что мы с вами сделаем? Давайте вы, пожалуйста, вот как этот автор сказал, можете, пожалуйста, в комментариях мне написать какой-нибудь интересный факт про Кыргызстан, который я еще не знаю. То есть посмотрите предыдущие части, и если там не будет какого-то факта, который вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я обязательно все прочитаю и все пролайкаю, потому что реально очень интересно узнать как можно больше, потому что вот здесь я читаю его комментарии, но тут не очень много фактов написали в комментариях. Давайте же, пожалуйста, друзья, напишите в комментариях интересные факты о Кыргызстане, которых я не знаю. Я буду вам очень сильно благодарен. И самый лучший комментарий получит привет в каком-нибудь следующем видео. Да. Ну а на этом все, друзья. Огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Саша. И все. Пока-пока. Да.